часть слова «эко», да? Откуда оно произошло? От греческого слова «ойкос». Что значит «ойкос»? «Ойкос» — это значит жилище, то место, где мы с вами живем, то место, где с вами существуем. Это может быть не просто жилище, это на самом деле Вселенная, да? Потому что наша Земля — это маленькая часть галактики, маленькая часть Вселенной. Если мы посмотрим, возьмем Землю с точки зрения галактики, то наша Земля — это вообще даже не песчинка, на самом деле. Но мы живем вот на нашей Земле, и нам кажется, что она у нас большая, нескончаемая, что ресурсы, которые на нашей планете, они бесконечно будут, что они всегда будут присутствовать на этой Земле. Но, к сожалению, это не всегда так. Даже те самые наши возобновляемые ресурсы, которые мы так говорим, это вода, воздух, и то они имеют свой предел, если к нему неправильно относиться, если человечество может перейти эту вот грань, когда природа не может уже сама себя восстанавливать, сама собой регулировать. Ну вот сегодня мы с вами пройдемся по одной теме, про нашу Якутию. Это потому что уникальная вообще территория сама по себе. Мы здесь живем, мы не ценим, мы не знаем. Но на самом деле давайте мы хотя бы чуть-чуть посмотрим, что там дальше. Давайте вот посмотрим нашу карту Российской Федерации. Вообще, вот если так посмотреть на карту Российской Федерации, вот кого она напоминает по своему контуру? Кто что видит? Вот Российскую Федерацию. Кто видит собаку? Кто видит коня, кто видит поросенка, на самом деле. Ну, это не важно. Самое главное, что вот территория нашей республики, где располагается? В самом сердце, да? Там, где находится сердце. Вот, это поэтому считаю, что Якутия — это вообще сердце российской экологии, да, экосистемы России — это вот наша территория, потому что на нашей территории очень много природных зон, которые участвуют в регулировании климата, в регулировании процессов, которые происходят на нашей Земле. И вот мы видим, что у нас территория 3 миллиона квадратных километров, это почти 1/6 часть Российской Федерации, да, по территории. А если мы возьмем еще сравним с Европой, то мы 1/3 Европы — это наша территория Якутии. Представляете, какая огромная территория? Население зато у нас всего даже миллиона нет. У нас поставлена задача в итоге, чтобы мы к 2020 году достигли миллионного населения. Но я думаю, что это, в общем-то, не совсем реально, но тем не менее такие задачи у нас стоят. Всего 1 миллион населения. Значит, для нас на каждого человека приходится 0,32 квадратных километра земли на каждого. Но мы знаем, что наша территория находится в резко континентальном климате, часть территории, не вся. Потому что та зона, которая находится в тундре, там другой климат, другие погодные условия. А вот центральная Якутия, где Якутск стоит, это у нас резко континентальный климат. Что это означает? Это значит очень высокий разница, перепад температур. Это от -60, когда-то у нас зимой было, правда, последние годы мы этого не наблюдаем в связи с потеплением климата, до +40. Ну вот в этом году чуть-чуть до 40 мы не дошли, +38 было. Поэтому вот такой огромный перепад температуры. Конечно, для больных людей это не совсем есть хорошо. Также замечательным, примечательным, отличительной чертой нашей республики является что? Это то, что у нас почти вся территория республики, видите, черненьким отмечено, это территория зоны вечной мерзлоты. Зона вечной мерзлоты — это пласт под землей 600, иногда местами 700 километров толще льда лежит под землей, да. Земля тает, верхний слой почвы оттаивает там на 2, 3, 5 максимум метров. Но в последнее время в связи с изменением климата, с потеплением, этот процесс, к сожалению, у нас очень сильно убыстряется. К чему это может привести? К глобальным последствиям. Во-первых, когда идет оттайка мерзлоты, что происходит? Происходят процессы, которые, значит, отдают воздух, то, что тает, да, оно вызывает, опять-таки, потепление климата дает, ну, как бы круговорот получается, и в воздух поступают другие вещества, которые в другое время, в
скажем, в спокойном состоянии в таком объеме не поступали. Это, соответственно, опять вызывает круговорот, что приводит к чему? К тому, что начинают таять льды в Северном Ледовитом океане. Вы, наверное, прекрасно слышали, видели, что у нас территория льдов на Северном полюсе уменьшается катастрофически. Это говорит о чем? Что когда лед тает, образуется что? Если вода соленая, тут много льда растаяло, пресной воды, значит, что происходит? Опреснение, да? Вода как бы разбавляется. А если разбавляется вода, она теплеет, что это за собой ведет опять-таки? Опять ведет за собой, что меняются млекопитающие, животные, рыбы. То, что раньше не приемлемы такую среду, они теперь приплывают, так скажем, более дальше, да, ближе к Северному полюсу, те рыбы, те млекопитающие, которые раньше не наблюдались у нас на территории. Вот это тундра. Как мы говорим, южный берег, мы тоже живем на южном береге, только Северного Ледовитого океана. Вот эта тундра, видите, куда ни кинь, всюду одинаково. И если человек запутывается, он, например, не может понять, это вот проснулся в какой-то период и думает, 2 часа ночи или 2 часа дня. Потому что летом, в летнее солнцестояние, март, апрель, май, июнь, солнце не садится там. Оно вот по кругу ходит, и люди не понимают, день это или ночь. И те, кто приезжает сюда, скажем, на заработки, на работу переезжают, они очень плохо себя чувствуют и не могут очень долго адаптироваться. А самое большое высокое растение здесь, на карликовой березке, так называемой, вот, это до колена только, чуть-чуть выше колена. Все. Зато там очень много озер. Вот видите, но зато сюда прилетает огромное количество различных птиц на гнездование. Видите, как природа сделала все грамотно. Зачем надо было с южных краев, с Китая там, или откуда-то, с Африки даже, с Индии, прилетать птицам на 7-6 тысяч километров в тундру для того, чтобы дальше вырастить свое потомство. Да? Отложить яички, птенцы вылупились за 2-3 месяца и улететь обратно уже с выросшими птенцами. Вот природа что-то для этого сделала. Вот это тоже называется полигональная тундра, но здесь уже имеются, видите, такие вот типа возвышенности, как их местные называют, горы, но это там тоже нет никакой растительности, вообще голое все. Вот это тоже тундра, и тоже вот там редкая растительность. Вот такая растительность, казалось бы, достаточно скудная растительность, но она, когда цветет май-июнь, это просто великолепное зрелище. Но, к сожалению, очень быстро все это отцветает. Вот поэтому, может быть, образуется очень много корма, и поэтому птицы с юга прилетают сюда для того, чтобы подкормиться, выродить детей и так далее. Вот это Кюсюль, поселок есть такой возле Тикси. Вот там вот такие вот, видите, тут плохо видно, но вот такие вот возвышенности. Это вот работа вечной мерзлоты, это называются буллары. То есть как бы вот такие вспучивания, бугры вспучивания. Вот берег Северного Ледовитого океана, видите, вот краешек это грунт, это земля, а все остальное это лед. Природа в тундре очень ранимая. И если вот, например, вездеход проехал один раз, дерн снял и все. И вот это остается навсегда. Отсюда образуется еще одно болото и так далее. Оно практически уже не зарастает. Дальше. Как в советское время и позже всевозможные геологоразведочные экспедиции, всякого рода добытчики приезжали, оставляли огромное количество бочек. Вот такие бочки усеяны по всей тундре. Даже иногда удивляюсь, как можно было в такие места, далекие, такие, туда доехать-то просто так невозможно. Там огромная куча вот всевозможных бочек, в основном из-под соляры. Но вот по указу распоряжению Путина и с привлечением Министерства обороны, южная часть, западная часть, то есть России, они там пытаются убрать. Убрали несколько островов с помощью вот военных. Ну вот до нашей территории, до Якутии пока руки не дошли. Поэтому все вот эти бочки так и валяются. Вот это смотреть со стороны, это уже восток Якутии. Край, тоже огромный край, обысканизменность, край озер.
бесконечных. Вот восток это уже Яблоневый хребет, Черкесский и так далее. Это край гор, тут огромные горы. И самая большая пик Победы, где-то 4000 метров. Да? Вот, и степи. У нас, видите, получается, у нас и тундра, и Арктика, и тайга, и лесостепи. И вот степные зоны, растительность вот по долине реки Индигирки, она характерна только для степных областей, типа вот Калмыкия, скажем, и так далее. Дальше. Вот такая растительность. Дальше. Вот тоже, когда обнажается там по каким-то причинам грунт, рвется, там что-то происходит, допустим, да, образуются вот такие льды, выходят на поверхность. Дальше. Вот сверху смотрите, вот долина реки Адыч, это приток реки Яны. Вот на этом месте была запланирована Адычанская ГЭС, так называемая, да. Но началась перестройка, можно сказать, слава богу, и эта ГЭС не успели построить, и мы смогли сохранить вот такую красоту. Но если бы так прикинуть, как говорят экологи, да, если бы здесь построили ГЭС, гидроэлектростанцию, то вот эта вся территория была бы затоплена, да, водой. И на полюсе холода это вообще гидроэлектростанции вообще недопустимы, потому что это зеркало, которое будет постоянно парить, ну вот как чайник парит же, да, вода, вот так же и будет создавать особенно микроклимат и будет носить вклад, опять-таки, в ускоренном режиме в изменение климата. Вот дёрн нарушается там по берегу реки и выходят ледяные жилы. Вот такие былары, как мы говорили там, да, это вот образование термокарстовых различных преобразований в ландшафте. Ну вот по-якутски называется быллары, то есть вспучивание, бугры вспучивания. Ну и переходя к центральной Якутии, это вот наши любимые типичные аласы. Вот типичный алас на Лено-Амгинском междуречии, это чурапчинские аласы, это аласы амгинские, даже вилюйские аласы и так далее. Выше, дальше. Вот дороги такие же чурапчинские, якутские лесостепи, это уже подходит к лесостепям. Дальше. Как образуются овраги различные, да? Вот образуется сначала трещина, этого происходит из-за жары, из-за мороза, образуется такая, потом дальше и образуется потом большой овраг или большие рытвины. Вот нехватка воды, засоление почвы, конечно же, требует улучшения ласных угодий. Сейчас, конечно, тоже большая проблема в Центральной Якутии, вот этом Лено-Амгинском междуречии. Когда местами воды не хватает, тогда происходит засуха. Вы знаете, вот водовод, существует же водовод Якутск, Павловский, туда дальше до Чурапчи. В свое время, 20 лет назад, это дождей там не было, и воды практически не было, и стояла огромная угроза засухи вообще полностью. Там сельское хозяйство даже невозможно было развивать, потому что ни единого капли дождя не было, и водоемов там, в отличие от Арктики, арктических зон, практически нет. Но тогда было принято решение построить водовод. Помните, да? Но пока строили водовод, климат изменился. Воды стало много, появилось много озер, да? Речки наполнились водами, и даже сейчас происходят там периодически крупные наводнения. А те вот, которые по склону, вот эти бугры пучения, также связаны с вечной мерзлотой, они называются байджирахи. Вот на склоне Аласа. Дальше. Вот ковыльные степи, дальше смотрим. Вот одно еще уникальное явление в Якутии, которое нет нигде на Земле. Это вот якутские тукуланы, то есть они еще называются ходячие пески. То есть они сами собой как бы мигрируют. Никто не знает, куда эти пески дальше пойдут, кого они там засыпят и так далее. И получается, что вот сейчас, правда, вот туристический бизнес нашли выход, и они сейчас возят сюда, на эти тукуланы, людей, которые хотят вот увидеть конкретные пески. В жару это как будто вы находитесь в Сахаре. Песок нагревается до невозможности, можно кататься на этих песках. Но вот когда пески движутся, они засыпают вот так целые леса.
К сожалению, научных работ в этом направлении очень мало. Поэтому кто-то из вас, молодых ребят, вдруг захочет заняться ландшафтоведением, геоморфологией, пожалуйста, вот это совершенно неизученная отрасль, которая требует глубокого изучения, и, возможно, кто-то из вас станет Нобелевским лауреатом, если хорошо изучит все эти процессы, которые происходят. Дальше. Ну вот также вот это льды по берегу реки Вилюй, которые обнажаются. Вот вид сверху Булуса. Это июль, как раз самый пик жары, а лед как бы стоит, да, не тает. Вот гора, и вот это граница Алдана и Нерюнгри. Вот там тоже есть места, где снег в любую жару не тает лед. Мы вот однажды останавливались, мы со студентами, когда были на практике, останавливались на берегу реки Амга. Когда мы остановились, там было все тихо, спокойно. Мы стояли на берегу, 2 автобуса, палатки разложили и так далее. И вдруг в 6 часов утра на следующий день к нам прибегает метеоролог, там вот есть метеостанция, и говорит: быстро собирайтесь, вода идет. Ну, мы быстро соскочили, пока мы собирались, в течение часа, смотрите, сколько воды стало. Мы оттуда выехали на 2 автобусах и еле-еле. Видите, вода была уже до радиатора. Это где-то за, ну, даже не час, меньше, наверное, за полчаса. Еле успели выбраться. Но в тот год было огромное наводнение, и вода поднялась почти до моста, до кромки моста. Если бы мы оттуда не успели уехать, наши автобусы бы там утонули. Ну, нам, может быть, не дали бы утонуть-то сильно, может, нас перебросили куда-нибудь людей, но автобусы бы утонули однозначно. Вот так быстро поднимается река. А это уже Алданский район, такая вот речка, Якакит называется она, горная, холодная, но чистейшая вода. Там просто прекрасная речка. Имея всю таблицу Менделеева у нас в республике, мы должны каким-то образом это осваивать для нужд народного хозяйства. И в 50-х годах начали осваивать добычу алмазов. И вот эта вот трубка, алмазная трубка Мир, да, которую, наверное, многие слышали, вот сверху видно, там стоит город Мирный наверху. Мирный, а это вот такая вот дырка, как будто рана, да, на теле Земли. Дальше посмотрим. Вот видите, какая, если внутрь смотреть, вон вверху Мирный стоит, и вот глубина этого кратера. Там запах, конечно, невозможно, сероводородом воняет так, что близко не подойдешь. Но вот эти вот по краям, которые, это все дорога, по которой вывозится, ну это закрытая уже трубка. Уже они сейчас пытаются другим путем, подземным добывать, а это вот открытая добыча. А это вторая трубка юбилейная, тоже она еще в действии, но она не совсем с Миром, она чуть подальше находится. Когда добывают алмазы на фабрике, ее перерабатывают, то пустую породу выбрасывают, вот, складируют ли, выбрасывают ли рядом с фабрикой. Вот такие отвалы получаются. Эти отвалы не зарастают по много лет, по 30, 40, 50 лет, там ничего не растет. Но вот наши ученые из Института прикладной экологии Севера проводили определенные работы по засеву этой территории, чтобы сеяли траву, пытались засадить травой, чтобы, когда если есть трава, то она за собой, соответственно, идет другую растительность. Вот, и тогда получается как бы зарастает. Но самозарастание, конечно, очень длительный процесс для самозарастания. Да. Вот тоже наша польза от того, что электроэнергии дается достаточно много, Вилюйская ГЭС, но вот что последствия этого водохранилища и Вилюйская ГЭС. Любая ГЭС сопровождается водохранилищем, которое перерабатывает воду в электричество. Ну, теперь переместимся на юг нашей республики. Это вот Алдан, который славится добычей золота. Существует вообще 3 способа добычи золота. Вот это здесь показана рудная добыча золота, когда этими грузными машинами порода возится на золотоизвлекательную фабрику, там измельчается на фабрике прямо, вот, отходы в одну сторону, золото в другую сторону. Второй способ — это вот дражный способ, когда на реке стоят вот такие
как это сказать, сооружения, да, как теплоходы, они перемалывают всю речку, и из речки потом добывают вот песочное золото в песках, ну и как бы это вот все потом складируется, там специальное устройство есть, которое вылавливает золото. Ну, вот после такого метода, сами понимаете, от реки практически ничего не остается. Да? Третий способ – это кучное выщелачивание, называется. Это американский способ с применением цианистого натрия. Это, как бы, с одной стороны, кажется более щадящее, потому что они перерабатывают породу, которую уже раньше брали, они ее перемалывают до состояния вот муки. Дальше вот, следующий слайд видим, видите, укладывает ее в пирамидки. Ну, сначала ложит вот такое полиэтиленовое на дно полотнище, сверху укладывает вот такую пирамиду. Там ложат трубы, и по этим трубам пускает вот это вещество, которое, проходя через все эти пирамидки, спускается на дно, там лежат специальные трубы, по этим трубам, когда стекает это вещество, оно захватывает с собой ионы золота и серебра. Короче, на самом деле это метод, который выбирает практически все. Если горно-рудное, там много остается еще, не все могут взять, то здесь берется все до ионов. Вот такие машины работают, там Белазы и Камацу, по-моему, называются, японские. Вот они за пределы угольного разреза не выезжают, а работают только там. Огромные такие машины. Вот видите, мы с ребятами там. И вот экскаватор такой, вот таких экскаваторов в мире всего два. Электроэкскаваторы, да, электрические. Это на Донбассе где-то один, и один вот у нас в Нерюнгри. Ну вот у нас сейчас очень много работы идет различные по прокладке различных просек, да, для для проводов различные, для всевозможных этих трубы ложат, надо, не надо, все. И вот после каждого это остаются, к сожалению, каждого прохода вот такие последствия. Никто за собой потом ничего не убирает. Хотя по закону они, в общем-то, должны это приводить не в первозданный вид, но, по крайней мере, привести в соответствие с требованиями дальше. Вот. Талаканское месторождение нефтяное, где вот у нас добывается нефть, да, вот видите, вон красным отмечено, где кружочек в Вилюйской группе улусов, он там, да, вот оттуда. Теперь мы с вами дальше посмотрим, почему к нам идет вот эта труба ВСТО. Как раз для того, чтобы вот талаканскую нефть пустить в общую трубу, в общую российскую трубу, которая вот идет дальше на Дальний Восток. Как выше мы говорили, когда строители строят что-то, дорогу или там еще что-то, вот остаются вот такое вот месиво. Вот она, наша труба ВСТО, мы вот видим там вот, она пересекает реку Лену в двух местах. Вот опасность, в принципе, очень большая, хотя мы вот привыкли к этой трубе уже. Сначала, когда ее строили, было много претензий, много выступлений общественников. Вот. Было 3 варианта строительства перехода через Лену. Один вариант это был пустить поверху трубу, да, как обычно пускают. Но сказали, что это очень дорого и небезопасно, поэтому ВСТО это отменили. Потом был вариант построить микротоннель, да, микротоннелирование, под дном реки Лены прорыть туннель и туда положить трубы. Но это, сказали, тоже очень дорого. И выбрали один из самых дешевых вариантов, когда на дно реки Лена положили просто вот эти бетонные кюветы типа, да, и на нее положили трубу. Сверху засыпали, ну сколько вот она чего выдержит, не знаю. Вот, возле Ленска один раз пересекает Лену, когда сюда идет, чтобы забрать талаканскую нефть. Потом возле Алёкминска идет обратно, пересекает еще раз Лену и идет вот дальше через Алдан, через Нерюнгри. Следующий вот большой проект, который планировался, но он еще находится как бы на стадии доработки. Из-за кризиса, может быть, это хорошо.
хотели построить, планировали построить каскад гидроэлектростанций. Причем это задействованы должны быть реки Темтон, Алдан, речка Алекма и речка Учур. Вот на этих речках должны были построить 7 гидроэлектростанций. Это считайте, что мы бы все эти реки практически потеряли, да? Но, может быть, хорошо, что случился кризис в данном случае, и пока приостановили строительство. Я вот считаю, например, что строительство гидроэлектростанций это вообще вчерашний день, и он ведет очень много последствий за собой. Это, во-первых, изменение микроклимата. Это изменение вообще действия на глобальный климат. Это затопление огромной территории, площадей. Это, значит, уничтожаются и животные, и птицы, и так далее. Ну вот, видите, как должна была идти вот эта каскад гидроэлектростанций. Вот мы были на реке Темтон. Такая красивая речка, такая чистейшая речка. И вот на этой речке должны были построить вот эти гидроэлектростанции. Дальше. Ну и наша беда каждого из нас, наверное, кто имеет отношение вообще к своей жизнедеятельности, это наши свалки. Это свалки, это наш мусор, который мы за собой не убираем. Вот кто видел футбол, да, чемпионат? Когда японцы проиграли, они что сделали? Они все за собой убрали. И даже на трибунах, где сидели, все убрали. И там, где футболисты были, все убрали. Но мы же почему даже, выезжая на речку, оставляем за собой горы мусора. Ну, так не должно быть. Ну, вот весь лес у нас завален, все завалено, ну, просто страшно. Хотя вот надо дать должное, что наши волонтеры, скажем, вокруг Якутска, все-таки пытаются убирать. Если раньше вот на Вилюйском тракте невозможно было влезть, вот я имею в виду Вилюйский тракт не там, где уже свалка, а вот до поста ГАИ, там все-таки лес убрали, стало более-менее чисто и приемлемо. Но все равно люди, кто-то загрязняет же, все выбрасывает. Ну и еще одна наша беда, это та, которую мы с вами уже неоднократно, наверное, чувствовали в этом году. Вот недавно буквально весь город был затянут дымом. Это лесные пожары, которые уносят у нас огромное количество леса. Ну, конечно, часть пожаров случается природного характера, это от удара молнии. А большей всего части, конечно, это человеческий фактор. Даже, казалось бы, вот человек когда-то шел далеко-далеко, да, от города или от населенного пункта, бросил бутылку, там оставил и ушел. Солнце светит, и эта бутылка как лупа, солнце через нее светит, и что происходит? Возгорание, да, и оттуда начинается пожар. Кто-то курил, бросил окурок непогашенный, и вот, пожалуйста, тлело, солнце еще пригрело, и пошло дальше. Ну вот дождь у нас почему пошел, как вы думаете? По идее, он не должен был идти, а он пошел потому, что было сделано, что вызван искусственный дождь. Привезли специалистов, и они сделали как бы опыление тучи наших, и эти тучи вот принесли дождь. Ну вот в связи с потеплением климата или с тем, что все-таки транспортная составляющая у нас увеличилась, да, движение, так скажем. С 1999 года Центральная Якутия страдает тем, что появилось огромное количество шелкопряда. Шелкопряд считает, что пришел к нам из Китая. Насекомое, которое жрет все подряд. И после него остается вот такой пустой лес, без хвоинки, без листвинки. Вот такие мотылечки вроде бы безобидные. Вот видите, все они обсеяли своими семенами. Ну и последние годы, лет 5, наверное, назад, у нас появилась такая напасть, как клещ. Этой напасти не было в Якутии никогда. Ну вот в Центральной Якутии. В Южной Якутии были, в Алекминске иногда встречались, в Алдане, в Нерунге, там, в общем-то, они встречаются иногда, но не так часто. Но чтобы в Якутске, в Центральной Якутии
появился клещ, это, конечно, нонсенс. Впервые, первый раз в Чурапчинском улусе клещ укусил ребенка, и врачи не смогли поставить правильный диагноз ему в течение 3 дней. И это привело к печальным последствиям. Пока оттуда привезли сюда, и здесь, наконец, поставили правильный диагноз, что его укусил, оказывается, клещ. Вот, потому что врачи просто не сталкивались с этим, поскольку такого у нас никогда не было. Как вы думаете, с чем это связано? Конечно же, с потеплением климата. Потому что климат у нас изменяется, идет потепление. Соответственно, когда климат меняется, идет потепление, то насекомые, которые раньше минус 50 здесь личинки замерзали, они дальше не двигались, то теперь минус 50 нет, минус 45, 48 они выдерживают, перезимовывают, и на следующий год они пошли дальше развиваться. Да? Если перевести плавно к тому, что мы сказали, что экология – это наш дом, и что вот это, в этом доме должно быть чисто и уютно и приятно, то, конечно, место вне человека зависит от качества жизни, от того, какая окружающая среда. А если плохая окружающая среда, то, как мы видим, вот по данным Всемирной организации здравоохранения, что здоровье человека зависит 10-20% от наследственности, 40-60% от образа жизни, то есть если вы курите, пьете, то, соответственно, у вас и болезней больше, и много едите, не двигаетесь и так далее, но и все-таки 20-30% зависит от качества окружающей среды, то есть от природы, от экологии, от того места, где мы с вами живем. Конечно, определить вот этот процент, может быть, он еще и больше. Просто определить этот процент очень сложно. Это можно определить только в моногородах, которые вот имеют какое-то производство, которое конкретно отравляет воздух или воду, и люди болеют какими-то специфическими болезнями. А в целом определить, что вот человек заболел и получил хроническое заболевание от того, что у нас воздух плохой, и что мы пьем плохую воду, это очень сложно доказать. На самом деле, например, у нас в республике мы страдаем тем, что, несмотря на то, что у нас огромное количество воды пресной, да, мы страдаем потому, что у нас нет чистой воды. Ну, это же нонсенс, да, казалось бы. Но река Лена, к сожалению, уже не относится к чистейшим рекам мира, да, и России в том числе, потому что у нас хоть и нет заводов больших, у нас нет тяжелых металлов в реке, у нас нет каких-то таких вот ядовитых веществ, но наша река занимает одно из первых мест в России по микробиологическому загрязнению. Почему это? Потому что у нас на реке Лена практически нет чего? Очистных сооружений. Вот в городе Якутске есть, но есть там отстойники в городах, но они не спасают положение, и чаще всего, что наши продукты жизнедеятельности так или иначе попадают в воду, в великую реку Лену, и оттуда распространяясь по всей долине 4000 километров реки. Надо сказать, вот почему, в общем-то, перестали есть люди, может, интуитивно или как уже, или столкнувшись с этой проблемой, перестали есть тагунки. Раньше на Лене тагунки какие были, да? Ловили сетями, продавали, ели сами, прямо вот посолили. Сейчас этого делать нельзя, потому что у тагунка такой тип питания, да, который вот ест как бы то, что попадает в воду, и он дает самый высокий процент заражения гельминтозами. Поэтому имейте в виду, на Лене лучше не ешьте тагунки. Если другие рыбы еще как-то к этому адаптированы, не все потребляют такое вот питание, то тагунки они едят это в первую очередь. Что нужно для того, чтобы сохранять нашу природу? Вот мудрость нашего первого президента Николая Михаила Ефимовича заключается в том, что он, несмотря на вот эти перестроечные моменты, несмотря на всевозможные вот эти, как это правильно сказать-то, развитие промышленности и так далее, он поставил задачу создать особо охраняемые природные территории, да, так называемые ОПТ.
И вот видите, на нашей территории, вот если взять субъект Российской Федерации, то наша республика занимает первое место по количеству ООПТ. Ну, конечно, у нас и территория огромная, но тем не менее, даже в процентном отношении организация ООПТ это, может быть, в какой-то мере и сдерживает натиск промышленников, да, которые хотели бы там добывать и так далее. У нас 3 заповедника федерального уровня, то есть 2 заповедника, 1 ботанический сад, вот региональные в основном, ну и местные. Но, к сожалению, местные особо охраняемые природные территории, они не имеют такого юридического статуса, который бы позволял спорить с крупными предприятиями, да, с крупными промышленниками. Ну вот у нас определены инвестиционные проекты. Как мы видим, тут достаточно много этих проектов, которые должны внедряться так или иначе. Вот. Но вот больше всего, конечно, может быть, более необходимо это вот наши дороги, что ремонтируют, то есть ремонт, строительство дорог это хорошее начало, да, добыча золота у нас уже идет полным ходом везде. Вот урановые месторождения Ильконской, в Валданском улусе Элькон, да, Эльконское месторождение, и на базе этого строительства горно-металлургического комбината должно быть, пока вот благодаря, может быть, да, это кризису, это все приостановлено. Ну, вот, Нерюнгринский угольный разрез у нас вовсю работает, там развивается. Вот и Денисовская шахта, там шахтный метод уже не столько открытый, сколько закрытые шахты. Но здесь настораживает еще вот Эльгинское месторождение. Оно находится недалеко от озера Токка, самого такого почитаемого большого и чистого озера Алекминского улуса. И там, к сожалению, планируется, Ильгинское месторождение, планируется открытый способ добычи. А как по утверждению исследования Института прикладной экологии Севера, что вот эта пыль, которая будет в процессе добычи угля, будет перемещаться, и она будет осаждаться на зеркало озера Токка, то это в дальнейшем может привести, в общем, достаточно печальным последствиям. На мой взгляд, для развития малой энергетики республики, хотя вот сейчас у нас пытаются развивать какую энергетику? Солнечную энергетику и ветряную. На самом деле они, как говорят специалисты, большого эффекта не дают, но, по крайней мере, они как бы дают возможность сохранять природу, да? Вот, на мой взгляд, самое действенное, наверное, в энергетике это вот строительство небольших атомных станций малой мощности. В любом случае это лучше, чем гидроэлектростанции. Ну, это мое личное мнение. Потому что гидроэлектростанцию, если вы построили, то вы ее обратно никуда не денете, реку обратно в русло не загоните, тех животных обратно не восстановите, да, климат вы обратно такой, как был, не сделаете. А вот если это небольшая атомная станция, придет время, придут новые технологии, ее можно будет убрать, там как-то вот ее разобрать и так далее, да, и она такого ущерба не оставит после себя, как гидроэлектростанция. Большие проблемы у нас были, помните, созданием газохимического комплекса, да, когда хотели построить газохимический комбинат Павловский. Общественность выступила против, потому что действительно этот проект был страшно не проработан. Вот, от него много могло получиться бед, если бы его начали строить, то вот пока, слава богу, благодаря усилиям общественности этот проект заморожен. Вот, надо сказать, что на самом деле большое спасибо, можно сказать, общественности. Сейчас все-таки общественность имеет огромную силу, потому что вот даже тот момент, когда
редкоземельные добыча редкоземельных минералов в Оленьке на севере, да, первоначально его пытались перевозить через Алекминск и так далее, да, через Ленск, вот по этой дороге, то благодаря общественности все-таки нашли другой путь, нашли более короткий путь, через Североморской путь перевозить уже в Красноярск туда, куда надо. Это оказалось короче и дешевле, и вроде бы как она не столько будет загрязнять как бы всю дорогу, это, посчитайте, 2000 километров, да. Кроме того, как я уже сказала, и газохимический комбинат, конечно, народ отстоял, и вот недавно даже, если взять частный случай, разлив нефти вот на реке Лена, на Пристанской, да, люди увидели, люди подняли шум, и благодаря этому все-таки все структуры подключились, и хозяина заставили убрать все, почистить, и они заплатили огромные штрафы за то, что вот это. Поэтому я вас призываю не быть равнодушными, потому что то место, где мы с вами живем, это наше жилище, и наше здоровье зависит от того, в какой среде мы с вами живем, каким воздухом мы дышим, какую воду мы с вами пьем.